Бисмилляхи рахмани рахим. В последнем разделе 5 главы Священного Корана говорится, что в судный день на Господнем допросе Хазрат Иса, мир ему, будет спрошен, проповедовал ли он своему народу принять его и его мать двумя богами наряду с Аллахом. Тогда Хазрат Иса, мир ему, будет отрицать это и скажет: «Ничего не сказал я им, кроме того, что повелел ты мне. Поклоняйтесь Аллаху, владыке моему и владыке вашему. И я был свидетелем над ними, пока я пребывал среди них. Но после того, как ты послал мне смерть, ты был блюстителем их, и ты свидетель надо всем». Иными словами, когда Всевышний Аллах спросит у Исы, мир ему, о разгуле ширка, то есть многобожия, среди христиан, и о том, проповедовал ли он ширк, на что Хазрат Иса ответит отрицательно и скажет: «О Аллах, мне известны лишь те события, которые происходили в то время, покуда я пребывал среди них. Но после того, как ты послал мне смерть, мне неизвестно ничего из того, что натворили они, ибо не мог быть свидетелем их, а свидетелем их был только ты, о владыка мой, ибо ты свидетель надо всем сущим». В этом аяте Хазрат Иса, мир ему, упоминает два своих состояния, в которых он пребывал. Первое, когда он жил среди своего народа и был свидетелем над ними. И второе, когда он уже не мог быть свидетелем их, и заявляет, что с тех пор над его народом был свидетелем только Аллах. И разделительной чертой между этими двумя состояниями является слово «фалямма таваффайтани», то есть «ты послал мне смерть». Иными словами, причина его отсутствия есть смерть. С этого момента он уже не мог быть блюстителем своего народа. Теперь нужно выяснить такой вопрос: присутствует ли Хазрат Иса среди своего народа или отсутствует? Если он отсутствует, значит он умер. В данном аяте говорится, что в народе Хазрата Исы, мир ему, ширк распространился только после его смерти. Иначе он не сказал бы: «До последних моих дней я проповедовал им о единстве Аллаха, о том, что было после моей смерти, я не ведаю». Тогда нужно обратить внимание на вопрос, распространился ли ширк в народе Хазрата Исы, мир ему, или нет. Потому как доказательство наличия ширка среди христиан автоматически является доказательством и смерти Исы. Всем известно, что ширк среди христиан повсеместен, об этом даже Всевышний Аллах свидетельствует. Воистину, не уверовали те, которые говорили: «Поистине Аллах третий из трех». Воистину, не уверовали те, которые сказали: «Поистине Аллах Он и есть Мессия, Сын Марии». Следовательно, вполне очевидно, что Хазрата Ису, мир ему, постигла смерть. Но муллы, которые не желают признавать смерть Исы, мир ему, придумывают новые методы избегания от истины, не чураясь экспериментировать со священными текстами Корана. Они, чтобы укрыть Ису от естественной смерти, теперь хотят перевести арабское слово «фалямма таваффайтани», то есть «ты послал мне смерть», по-своему, а именно «ты вознес меня». А слово «вознес» перефразировать как «вознес вместе с телом на небеса». Но подобные их попытки полностью опровергаются священным Кораном и хадисами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Чтобы не быть голословными, мы представляем следующий перевод слов, сказанных пророком Исой: «фалямма таваффайтани». Данный перевод выполнили не мы, не наши оппоненты муллы, никто бы там не было еще. Его выполнил наш святой пророк Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В ас-Сахих аль-Бухари, считающейся второй самой достоверной книгой после книги Аллаха, говорится: пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «В судный день внезапно появится несколько моих последователей, а затем ангелы будут низвергать их в ад. Видя все это, я обращусь: это мои сподвижники, мои сподвижники». Но я получу следующий ответ: «Ты не знаешь, что эти люди наделали после тебя». Тогда я скажу словами праведного раба, то есть раба Божьего, Исы, сына Марьяма, мир ему, который сказал: «И я был свидетелем над ними, пока я пребывал среди них. Но после того, как ты послал мне смерть, ты был блюстителем их, и ты свидетель надо всем». Затем мне будет сказано: эти люди стали вероотступниками после того, как ты покинул их.
Все мусульмане, независимо от того, к какому течению они принадлежат, на 100% верят, что наш святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ушел из жизни. В выше приведенном ответе он написал свою смерть. Его ответ слово в слово повторяет рассматриваемый ответ Хазрата Исы, мир ему, в священном Коране. Если бы, по мнению пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответ Исы, мир ему, «Фалямма тавафайтани» означал «ты вознес мое тело», то наш пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не использовал бы это выражение по отношению к себе. То обстоятельство, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, использовал слова Хазрата Исы, мир ему, по отношению к своей смерти, ясно определяет правильный перевод этих слов, выполненный самим святым пророком Мухаммадом, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А именно, ты не спаслал мне смерть, и никак иначе. После того, как мы озвучили окончательный вердикт святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в отношении правильности перевода «фалямма тавафайтани», в смысле «ты послал мне смерть», то продолжать дискуссию относительно 117 аята суры Аль-Майда будет верхом неуважения к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что вопрос более не звучит так, чья трактовка верна, ахмадийских улемов или же не ахмадийских улемов. Вопрос стоит только так, правильна ли интерпретация пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или же правильно противоположная ему интерпретация сегодняшних мул. Следовательно, если кто-то не признает и этот факт, то один Аллах ему судья. Еще в одном месте священного Корана тот же корень слова «таваффа» используется для объявления смерти Хазрата Исы, мир ему. В 55-м аяте суры Аль-Имран Всевышний Аллах говорит: Когда сказал Аллах: «О Иса, воистину я упокою тебя и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от обвинений тех, которые не уверовали, и возвышу тех, которые последовали за тобой, над теми, которые не уверовали, до дня воскресения. Потом ко мне возвращение ваше, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись». В этом аяте арабское слово «мутаваффика», то есть «я упокою тебя», означает «слать смерти», то есть «я умершвлю тебя». Комментируя значение слова «таваффи» в данном аяте, Хазрат имам Бухари, милость Аллаха да пребывает с ним, взял за основу повеление сподвижника пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрата ибн Аббаса, да будет довольным Аллах, который гласит: смысл мутаваффика будет мумитука, то есть умертвить. Значение этого аята таково, когда Аллах сказал: «О Иса, воистину я умертвляющий тебя и возносящий тебя к себе», то обратите внимание на расстановку слов. Вначале шлется смерть, и только потом происходит вознесение. Это нужно понимать так, что после смерти Хазрат Иса, мир ему, как и все другие пророки, мир им всем, был духовно вознесен, достигнув своего небесного места назначения. Это подтверждается и хадисами о Мирадже, где указывается на то, что душа Хазрата Исы, мир ему, присоединилась к душам других умерших пророков, оборвав всякую связь с этим бренным миром. После вердикта Хазрата ибн Аббаса, да будет довольным Аллах, доводы которого к тому же подтверждаются священным Кораном, хадисами, толковыми словарями арабского языка и тафсирами, вердикты других ученых по всей вероятности будут подвергнуты сомнению. Если обратиться к грамматике, корень слова «таваффи» происходит из «бааб тафауль». Когда в священном Коране, там где используется форма глагола «таваффа», Всевышний Аллах или его ангел являются фаиль, то есть подлежащим, или находится в страдательной форме глагола. А мафуль бихи, то есть прямым объектом, является человек, то нет другого значения, кроме как взять душу, что и означает смерть. Кроме тех мест, где в контексте встречается слово «ляйль» – ночь и «манам» – сон. Там словосочетание «взять душу» будет означать сон, который в религии считается состоянием временного отнятия души. В любом случае взять душу не означает взять тело. Таким образом, кроме выше приведенных двух аятов,
В более 20 местах священного Корана используется слово «таваффи» в смысле «слать смерть, взять душу». И в завершение мы хотим предоставить все эти коранические ссылки вашему вниманию, чтобы достоверно доказать, что слова «таваффа» нигде и никогда не переводился как «взять тело» или «поднять вместе с телом на небо». Коранический смысл этого слова всегда был и есть «слать смерть, взять душу». Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.